Все меньше времени остается у партии для подготовки к предстоящим осенним выборам. Уже 8 сентября в стране состоится единый день голосования. Выбирать будут как мэров городов, так и депутатов Госдумы. Это зависит от конкретного региона. В нашей республике жители смогут проголосовать за депутатов в органы местного самоуправления. Мы когда закладываем и строим свои аллеи, парки и скверы, мы должны учитывать, что пожилым людям нужно место, где в тишине, где в окружении зелени они смогут отдыхать. Единороссы по традиции предвыборную кампанию начали одними из первых. Своих кандидатов на предстоящие выборы они определят путем всенародного голосования, которое состоится 26 мая. Еще его называют праймерис. В нем может принять участие любой член «Единой России» и даже беспартийный. Главное – быть гражданином РФ и старше 21 года. Впрочем, требования к участникам предъявляются все же серьезные. Кандидаты, например, не могут иметь финансовых активов за рубежом и судимости. Также обязательным условием является участие не менее чем в 2 дебатах. Но мы считаем, что, конечно, нужно попробовать свои силы на всех дебат-площадках, потому что мы разработали специально для этой программы 10 самых актуальных тем. Они касаются самых разных сфер общественной жизни. Это и здравоохранение, это социальная политика, экология, ЖКХ, спорт, культура. То есть можно, по сути, начать сейчас доносить до избирателей свою программу, с которой потом кандидаты пойдут на выборы. Можно наблюдать в онлайн-режиме за каждой дебат-площадкой для того, чтобы понять, какой кандидат тебе ближе, какая программа, на ваш взгляд, наиболее эффективная и действительно поможет жителям конкретного избирательного округа. Всего для участия в предварительном голосовании единороссов в Ингушетии зарегистрировано 585 кандидатов. 148 из них младше 35 лет. Первые площадки для дебатов открылись в селениях Зязиков-Юрт и Якажево. Предварительное голосование оно подразделяется на модели, то есть первая модель, это там, где это аналог выборов, и голосование проходит на участках избирательных. Эта процедура у нас будет проходить 26 мая в наших городах и сельском поселении Якажево. А в сельских поселениях численность избирателей, которых меньше 10 тысяч, проходит вот на таких вот площадках, и голосование происходит сразу же после проведения площадок, после встречи с выборщиками. Если в малочисленных селах республики кандидатов отбирают выборщики, то есть общественники и члены партии, то в городах, как Магаст и Назрань, может проголосовать любой российский избиратель. Ознакомиться со всеми кандидатами можно на сайте «Единой России». Для удобства жителей все дебаты транслируются онлайн и позже сохраняются на YouTube-канале партии. Так что изучить программу кандидатов можно даже не выходя из дома. У нас есть проект «Доступная среда», где мы должны способствовать тому, чтобы все люди, независимо от их физических возможностей, имели доступ к любым объектам социального значения. «Единая Россия» – единственная партия, которая отбирает своих кандидатов путем всенародного предварительного голосования. Это не выборы внутри партии. Избиратели сами решают, кого хотят видеть кандидатом от единороссов. Впервые праймерис состоялись еще в 2006 году, и с тех пор участие в таком голосовании стало обязательным условием для выдвижения кандидатом партии на выборы всех уровней. Альмина Бокова, Новости 24.